Открывая встречу, Аслан Бжани отметил, что главная задача правоохранительных органов – обеспечение безопасности граждан и информирование населения в этой сфере деятельности. Как сообщил президент, для улучшения качества работы в данном направлении будет создана специальная рабочая группа. Мы будем формировать рабочую группу. Это вот такое рабочее название этой группы, которая будет состоять из руководителей ведомств, из представителей судебного сообщества, рабочая группа, которая будет изучать состояние дел в правоохранительных органах с тем, чтобы в течение, может быть, 3 месяцев или чуть более того, подготовить предложение, многоаспектное предложение для улучшения качества работы ведомств и судебной системы в целом. Президент обратился к руководителям профильных ведомств с просьбой предоставить списки тех, кто войдет в состав рабочей группы. От каждого ведомства просил бы дать 2-3 фамилии, кто в этой рабочей группе будет работать. Там будет секретарь рабочей группы, скорее всего, представитель из МВД, потому что я думаю, что ключевое звено, которое должно повысить качество работы, ключевое звено – это Министерство внутренних дел, прокуратура. Значит, чтобы не создавать лишние комиссии, вот это будет рабочая группа, будет на уровне заместителя министра, наверное, или заместителя председателя Верховного суда кто-то должен быть, заместителя генерального прокурора, который там будет работать за ту зарплату, которую получают. В эту рабочую группу мы включим, попросим войти и депутатов, известных общественных деятелей, и просто граждан, как заказчиков. Порой бывает так, если человек не обременен прошлым своим, работой в органах и так далее, он может выдавать куда более разумные идеи, потому как это все делается во имя наших граждан. Сергей Иванович, я просил бы эту работу взять на себя, организацию вот этой рабочей группы. Потом будем встречаться, значит, с определенной периодичностью. Я с этого конька слезать не собираюсь. Если мы в течение полугода не повысим качество работы наших ведомств, руководители будут заменены. И это будет сделано очень быстро. Аслан Бжани поставил перед руководителями профильных ведомств задачу ежемесячно информировать население о проделанной работе через СМИ. Президент затронул еще одну важную тему. Принятый 24 сентября парламентом законопроект об амнистии, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе и споры среди самих парламентариев. Я бы хотел, чтобы завтра присутствующие здесь, все без исключения, высказали свое отношение к данной амнистии публично. На сайтах ведомств и на телевидении пойдете. По 2-3 минуты будете рассказывать ваши комментарии. Согласны вы с тем, что там было вчера принято или нет? Конечно, государство должно проявлять гуманизм. Принцип правосудия, принцип справедливости, он ключевой. Что гласит принцип справедливости? Соразмерность тяжести совершенного преступления наказанию. Так, да, Адгур? Мне кажется, что мы этот принцип нарушили вчера. У меня такое стойкое убеждение сложилось. Но я, как глава государства, не могу это пока озвучивать, потому как это будет воспринято как давление на какие-то институты. А вы, пожалуйста, свою позицию изложите. Если кто-то из вас считает, что это не так, тоже скажите. Пусть наша общественность знает, как вы думаете по этому поводу. А я думаю, что вы думаете правильно. Принятый законопроект об амнистии прокомментировал и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. По его мнению, решение принято несвоевременно. Я не против амнистии. Они должны быть периодически касаться людей, которые оступились там и не являются частью какой-то организованной преступности. Но они тоже должны быть по каким-то понятным для общества событиям. Вчерашнее событие не связано ни с юбилеем каким-нибудь нашей победы или какими-то другими успехами нашего государства и общества на этом этапе. Непонятно, почему это была инициатива. Это, во-первых, для меня. Во-вторых, тот круг людей, которые попадают под эту амнистию, вселяет большие подозрения в том, что она может коснуться людей, которые совершенно
ни по каким понятным для общества законам не должны попадать под эту амнистию. В завершении совещания глава государства отметил, что для эффективной работы правоохранительных органов между ведомствами должна быть налажена скоординированная деятельность. Рабочая группа, которая будет создана в ближайшее время, займется изучением существующих проблем и выработкой предложений по их решению. Кугут Савардания, Михаил Братухин, Джембул Чапелия, Абхазское телевидение.